Единороссы оценили состояние материально-технической базы Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий. Гости прошлись по кабинетам учреждения, посмотрели наличие гериатрического отделения, доступной среды пандусов и подъемников. Такая общественная работа предусмотрена партпроектом «Старшее поколение». Подобный мониторинг проводится сейчас по всей стране. Новостью стало, что на очереди все медицинские учреждения, где обеспечивается квалифицированная помощь инвалидам, участникам локальных боевых действий и членам семей погибших военнослужащих. После этого мы обязаны и должны сделать анализ, направить в Москву. Соответственно, там будет и позитив, и негатив. По итогу общения мы обязательно будем общаться с нашим Министерством здравоохранения и искать общие точки прикосновения, где мы можем тоже подтолкнуть, помочь в развитии данного направления. Сейчас в республиканском госпитале оказывают в основном консультативную помощь. Поликлиника ежегодно принимает порядка 22 тысяч жителей городов и районов. Стационар 1700 человек. В основном у нас южный куст идет. Вот, Усть-Куломский район, Ударский район, вот, где в основном вот это такой национальный состав населения, да, который и отдаленный состав. Поэтому мы чаще берем вот Деревянский и так далее, где далеко им не всегда доступна та помощь. Мы оказываем, буквально обследуем полностью. По словам главврача, от новых аппаратов здесь бы не отказались. Например, очень необходим ультразвуковой сканер экспертного класса для обследования больных с сердечной патологией. Кроме того, Борис Захаров пожаловался на невозможность припарковать машину скорой возле здания. Специально отведенное место есть, но его всегда занимают автолюбители. Эту проблему единороссы обещались решить, обговорив с сотрудниками ГИБДД.